Сергей Сергеевич, добрый день. Благодарю, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Вот запустили Верхнеамурское месторождение. Расскажите, сколько будете добывать, сколько перерабатывать, насколько по времени хватит этого месторождения? Добрый день. Как сейчас докладывали Владимиру Владимировичу, мы планируем отрабатывать месторождение более 20 лет. Запасы месторождения свыше 44 миллионов карат. И ежегодно план добычи 2 миллиона карат или 3 миллиона тонн руды, которую мы будем возить на нашу 12-ю фабрику в город Удачный. Мы уже обогатили первые пробы в прошлом году, получили хорошие результаты, хорошие качественные алмазы, востребованные сегодня на мировом рынке. Удастся ли заместить выпадающие мощности рудника «Мир» за счет введения в строй Верхнеамурского месторождения? Ну, что касается потери в прошлом году рудника «Мир» в результате страшной аварии, то, безусловно, заместить эти мощности просто Верхнеамурским месторождением не удастся. Но в компании существует целый план мероприятий по увеличению алмазодобычи, по совершенствованию операционной эффективности, по повышению производительности фабрик, по извлечению алмазов. И что касается этого года, то мы, как и прогнозировали, выйдем на 36,6 миллионов карат. Что касается следующего года, то мы планируем уже начать расти с 38 миллионов карат. Поэтому Верхняя Амуна, она даст определенную добавку, но, безусловно, не компенсирует те объемы, которые мы потеряли на Мире. Определила ли компания технологическое решение по восстановлению рудника «Мир»? Ничего не поменялось за последний месяц. С наших последних комментариев мы работаем сейчас с группой институтов, экспертов, и наш проектный институт работает, и международные эксперты. Есть определенные наработки, но пока решение, которое бы дальше отправилось в подсчет технико-экономического обоснования, пока нет. Сначала проектное решение. Мы должны убедиться еще раз, что все технологии отработки будут безопасны. После этого будем двигаться дальше. Вы говорили, что объем поступления в бюджеты всех уровней, в том числе федеральный и республиканский, в этом году будет никак не меньше, чем в прошлом году. А возможно ли такая ситуация, что в следующем году будут параметры пересмотрены? На самом деле в этом году бюджеты всех уровней получат намного больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Алроса перешла на выплату дивидендов 2 раза в год, и в декабре мы выплатим дивиденды уже за первое полугодие этого года. Кроме того, увеличилась, условно говоря, сумма дивидендов и подходы к выплате дивидендов. Мы привязали их к финансовому потоку компании, и эти суммы вырастают кратно как для бюджета республики, так и для бюджетов алмазоносных провинций. Что касается налога на прибыль, то он также, безусловно, растет, поскольку выручка компании валютная, большинство затрат привязано все-таки к рублю, поэтому дополнительно за счет этого эффекта бюджет Республики Саха получит точно несколько миллиардов рублей в виде налогов уже до конца этого года. И все-таки, насколько синтетические алмазы опасны для компании «Алроса» и в целом для алмазной промышленности всего мира? Синтетические алмазы на самом деле уже давно вызов в целом для мировой алмазной, ювелирной индустрии. Это касается и вопросов подмесов, подмены камней, когда клиент просто дурится и под видом природных ему продаются искусственные бриллианты. Это одна история, с которой мы как рынок боремся, и у нас здесь достаточно большой прогресс. Что касается другого направления, когда клиент сам осознанно покупает искусственно выращенный или синтетический бриллиант, то это уже проблема другого уровня. Да, на самом деле спрос на такие изделия есть, он сегодня в основном в Соединенных Штатах Америки, поэтому мы внимательно за этим следим. Мы не собираемся инвестировать в этот бизнес или развивать какое-то свое направление в области синтетики, но тем не менее смотрим и не исключаем, что на протяжении 5-7 лет рынок в целом ювелирной индустрии, бриллиантов может сильно поменяться. Это не только синтетические бриллианты, мы конкурируем с массой люксовых товаров, с одеждой, с дорогими машинами, с путешествиями, с другими тратами, или инвестициями, которые людям приносят эмоции. Поэтому компания очень серьезно этим занимается, очень серьезно вкладывает в маркетинг, глобальный маркетинг нашей продукции совместно с нашими партнерами, конкурентами, неважно, как говорить, с компанией De Beers, Rio Tinto, Dominion. Мы считаем, что мы добиваемся хороших результатов. Ну а дальше, что говорится, увидим, как проголосует покупатель.
В связи с этим и связаны те изменения, те реформы, которые мы сегодня проводим в компании. И мы рады, что республика понимает все эти риски, понимает все эти проблемы. Я Айсену Сергеевичу показывал продукцию некоторых производителей как раз с синтетическими бриллиантами. Поэтому риски мы все хорошо понимаем, но и понимаем, что нам делать, как нам двигаться для того, чтобы развиваться дальше. Спасибо большое. Спасибо.